На фоне всех этих профсоюзных и политических передряг общественность недостаточно внимания уделила кинематографистам, которые на неделе отметили День кино. Это может быть единственная отрасль как экономики, так и культуры, которая почти не получает от государства поддержки, но приносит всем нам славу и почести. Еще один сюжет Андрея Токумбаева. Профессиональный праздник кинематографистов «День кыргызского кино» прошел во вторник. Мероприятие состоялось по традиции в бишкекском кинотеатре «Манас». Повлияли ограничения в связи со второй волной пандемии, но все же на встречу с создателями отечественных фильмов пришло немало благодарных зрителей. Праздник начался на аллее славы звезд кыргызского кино. Что-то вроде голливудской аллеи славы есть и в Бишкеке. Небольшая площадка у входа в кинотеатр «Манас». Каждый желающий может в буквальном смысле прикоснуться к славе кыргызского кинематографа. В площадку перед зданием кинотеатра вмурованы бетонные плиты с автографами, а также отпечатками ладоней и стоп Болота Шамшиева, Геннадия Базарова, Джамал Сейдекматовой, Кадырджана Кадаралиева, Мара Байджиева. Во вторник к этому пантеону добавились еще две памятных плиты. В ходе торжественного мероприятия их открыл кинорежиссер Садык Шарнияз. Откроемте, давайте доску. Вторую доску. Ежегодно проходит вручение кинопремии «Акылбирс». Во время каждой такой церемонии принято открывать почетную доску с автографом награжденного. Но по причине пандемии минувшей весной церемония не состоялась, и почетные доски открылись в День кыргызского кино. Один из удостоенных такой чести – семикратный лауреат премии «Акылбирс» монтажер Элдияр Мадаким. Я счастлив и взволнован. Огромное спасибо организаторам. Конечно, здесь могли быть подписи других выдающихся кинематографистов, того же Актана Арымкубата или Эрнеста Абдыджапарова. Но согласно правилам кинопремии «Акылбирс», оказывается, устанавливают почетную доску с подписью и отпечатком тех, кто 7 раз побеждал в той или другой номинации. Другим виновником торжества стал ветеран кыргызского кино, художник-постановщик Муса Абдиев. Я уже и не помню, сколько лет я в кино. Наверное, больше 30 лет прошло с тех пор, как меня привели на площадку ассистентом. А молодежи хочу сказать быть внимательнее, относиться к своему делу серьезней. Кино нельзя снять без хорошей команды. Профессиональный праздник деятелей киноискусства был установлен постановлением правительства 13 сентября 1994 года. День кыргызского кино увековечил дату, с которой началось массовое производство фильмов в Кыргызстане. 17 ноября 1941 года Совет народных комиссаров постановил организовать в столице студию кинохроники. В ней поначалу работали 9 человек, включая ассистентов и лаборантов. Но уже в 1955-м здесь был снят первый полнометражный художественный фильм, причем цветной, что в те времена могла позволить себе не каждая киностудия в союзных республиках. Кинокартина «Салтанат» режиссера Василия Пронина, снятая совместно с Мосфильмом, увлекательная социальная драма о жизни сельчан Высокогорья. А период с начала 1960-х по праву считается золотым периодом кыргызского кино, известным как «Кыргызское чудо». Вот некоторые из художественных фильмов тех лет: «Небо нашего детства», «Лютый», «Потомок белого барса» режиссера Таламуша Акеева, «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Исыкуля», «Белый пароход» Балатбека Шамшиева, «Материнское поле» Геннадия Базарова, «Белые горы» Мелисса Убукеева, «Мужчины без женщин» Альгиманта Савидугириса. Многие другие, вспоминает один из ветеранов киностудии «Кыргызфильм». Такие вещи есть, которые очень запомнились. Это, конечно, первые фильмы. То есть, когда я пришел на фильм «Засада», получилось, что в 1968 году пришел на киностудию, и запустился Геннадий Базаров со своим фильмом «Засада». И, конечно, это для меня было это очень интересно и запоминающееся, потому что это был первый фильм. Представителем необычной, но весьма востребованной специальности фотографа кино Федоров стал в 1968 году по совету Геннадия Базарова. Александр Павлович успел поработать с известными режиссерами Таламушем Акеевым, Мелисом Убукеевым, Болотом Шамшиевым, многими другими. Не менее заметным явлением было документальное кино, тематически очень разнообразное. Фильмы снимались на киностудии «Кыргызтелефильм», первым руководителем которой стал писатель, режиссер и киносценарист Улан Такамбаев. Документальные киноленты тех лет своеобразны, выполнены на высоком профессиональном уровне. Например, «Монасчи» и «Чабан» Болота Шамшиева, «Это лошади» Таламуша Акеева, «Кыял» Шеймбека Апылова, «Замки на песке» Альгиманта Савидугириса, «Сад» Бекеша Абдылдаева и другие, которые также были удостоены многих наград различных кинофестивалей. В киноведении также бытует термин «Кыргызская школа документального кино». И призы там не получали даже не только всесоюзные, а, я не знаю, у нас
Одних «Золотых драконов», по-моему, даже 5 где-то было, или 4 «Золотых дракона». Такие-то мощные, международные эти призы были. А в первые годы независимости экономические трудности поставили под вопрос само существование в стране киноискусства. Начиная с 1988-го процесс кинофикации стал распадаться, и до 1996 года был снят лишь один фильм «Облако» Таламуша Акеева. Но кинематограф выжил и вскоре порадовал зрителя новыми работами. Например, «Бешкемпир», «Рай для мамы», «Свет Оке» Октана Арымакулата, «Сельская управа», «Светлая прохлада» Эрнеста Абдеджапарова, «Парс», «Курманджан Датка» Садыка Шарнияза. Была открыта высшая школа киноискусства и телевидения при Кыргызском государственном университете культуры и искусства имени Бибисары Бишеналиевой, вспоминает один из ее первых выпускников, сотрудник Пятого канала. Да. Можно сказать, что было сложно. Почему? Потому что мы попали именно в тот момент, когда разрушалось все. Все и вся. Это была целая страна под названием СССР. В том числе и кино, советское кино. Несмотря на все трудности, кино начало жить в новых экономических реалиях, но правила выживания диктовал уже рынок. Например, известный ныне кинорежиссер Дастан Джапар-Улу начинал с того, что делал коммерческие видеоклипы. И старался писать сценарий короткого метра. И все это мне послужило большим уроком. Я за 2-3 года освоился в этой профессии и решили снимать свой собственный фильм. Появилось множество небольших местных киностудий, на которых снято немало весьма кассовых фильмов. Например, «Бишкек, я люблю тебя», «Клетка Колибри», «Как выйти замуж за Гуджун П». Были учреждены Музей кыргызского кино и национальная кинопремия «Акылбирс». Рост кыргызского кинематографа отмечается везде нашими соседями ближнего и дальнего зарубежья. Недавно вы все, наверное, были свидетелями, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев особо отметил труд кыргызских кинематографистов. И он призвал казахстанских кинематографистов брать пример у кыргызских кинематографистов. Это многого стоит. Но в нынешнем году киноиндустрию постигло новое испытание – карантин в связи с коронавирусом. По причине пандемии кинотеатры в стране не работают. Спасибо государству, хоть не оставило работников кинопроката в нужде, из бюджета выделяет субсидии, сказал в разговоре с корреспондентом Пятого один из руководителей сферы кинопроката из Якутской области. Знаете, мы тоже на бюджете. Мы оплачиваем работникам тоже. Но спасибо государству, несмотря на бюджете мы выделили деньги, нам на зарплаты платят. Но в целом кыргызское кино сейчас выживает, предоставленное самому себе. Государство его почти не поддерживает. На развитие кино в Кыргызстане ежегодно выделяется из госбюджета не более 0,1% средств. Специально для поддержки кыргызских кинематографистов Минкультуры приступила к осуществлению проекта «Снимай кино в Кыргызстане». Намечено наладить партнерство с ведущими кинокомпаниями мира, поделился глава ведомства во вторник во время мероприятия по случаю Дня кыргызского кино. Кыргызстанда кино тарт деген долбоорлу алып атабыз. Болливуд да келсин, Голливуд да келсин. Пусть придет Болливуд, пусть придет Голливуд. Как известно, в Новой Зеландии был снят ряд эпизодов фильма «Властелин колец». После этого количество туристов, посещающих Новую Зеландию, увеличилось в 200 раз. Туристы приезжали, чтобы увидеть те места, где были сняты эпизоды фильма. Нам нужно разработать налоговую политику по этому поводу. Нужно найти пути привлечения кинематографистов других стран. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Бакыт Кашалиев, Пятый канал. Главные итоги.